История страны в истории поселка, переданная через объектив фотоаппарата Михаила Амузинского, через любовно сохраненные им вещи минувшего столетия, где-то его особенный любящий взгляд на свою маленькую родину через призму вековых событий, запечатленная на страницах его книг. В этом году одному из самых старейших населенных пунктов Ленского района, да и Якутии в целом Витиму, исполняется 400 лет. И как оказалось, в таежном поселке живут скромные, но неравнодушные люди, энтузиасты, которые не по должности и не за вознаграждение собирают и воссоздают историю своей родины. Михаил Амузинский – краевед не по профессии, а по зову сердца. В его коллекции не одна сотня фотографий, свыше 300 экспонатов и собственные краеведческие издания, книги. Ну, вообще это сначала произошло неосознанно, на детском уровне. Еще в конце 60-х, может быть, в самом начале 70-х понравились значки. 1, 2, 3, 5, 10 как-то. И за ними потом потянули все больше и больше. Знакомые стали привозить, родители покупать. И коллекция разрослась. И к концу школы, к 79 году, было примерно 1500. И постепенно, наверное, как-то это наложило свой отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Мы приехали в Витим, и я стал начальником витимской милиции. В милиции коллеги стали помогать, тоже там кто-то бумажку принесет, кто-то документ, кто-то бюсты советской эпохи, вымпелы. И так оно собиралось уже с конечной мыслью о том, что все это перейдет в поселковый краеведческий музей, уже не школьный такой, немножко закрытого типа, а общедоступный поселковый музей. А сколько человеческих судеб стоит за каждым экспонатом, поэтому у них непередаваемая объективом камеры живая энергетика. Например, остатки деталей разбившегося самолета. Вот меня там больше всего трогает по-человечески педаль управления. Она выполнена из тяжелого дюраля, могучая, потому что в тех самолетах, не секрет, управляли в грубой обуви, поэтому педали были крупные. И в момент аварии она в плоскости деформировалась. Самолет разбился уже после войны, хотя летчики, которые были в экипаже, они все воевавшие, награжденные. То есть на фронте они остались живы, а здесь, в общем-то, уже далеко после войны погибли и чисто по человеческой халатности, потому что они летели в Бодайбо, и в Киренске у них происходила дозаправка топливом. И потом комиссия установила, что даже почти дословно, что хранение топлива в Киренске было организовано отвратительно. Наличие отстоя в топливе определялось на ощупь. И в конечном итоге это привело к катастрофе в том плане, что во время полета при переходе на другие баки двигатели заглохли, и самолет упал в лес. И комиссия определила, что все топливопроводы к трехходовому крану забиты льдом. И 4 человека погибли. Ну, их мучительно долго искали самолетом, потом пешая экспедиция была. Она неудачно завершилась, потому что лошади отказались категорически вести погибших пилотов на дыбы. Их поэтому временно захоронили, и только зимой, уже санным путем, уже на охотничьих нартах вывезли. И соприкасаясь с экспонатом из коллекции Михаила Амузинского, ты погружаешься в историю отдельно взятой жизни, отдельно взятого поселка, но окунаешься в былые времена, которыми жила молодая советская, цветущая советская и постсоветская Россия. За каждым из них стоит либо какая-то история, как сказать, не размеров угрюм реки, но все-таки связана, вот, например, простая пластиковая карточка говорит о том, что в Витиме в начале 2000-х годов местный коммерсант Яковлева Лидия Ивановна такими карточками начинала людей приучать к обороту, денежному обороту. То есть мы по этой карточке приобретали товары в магазине у нее. Но первый такой коммерческий опыт уже был до того момента, пока они не стали банковские и так далее, и так далее.
Сам Михаил Амузинский родом из Витима. Он окончил отделение разведки месторождений твердых ископаемых инженерно-технического факультета Якутского государственного университета, работал в геологии, побывал на Алданском щите, в Хабаровском крае, немало мест посетил и в Якутии по долгу службы, но в разруху 90-х прошлого века вернулся на родину. Как нельзя кстати ему подходит поговорка «где родился, там и пригодился». И его судьба теперь точно тесно переплетена с судьбой Витима. В целом история Витима, она, я бы так определил, что она между кабаком Силы Митрича в этой Угрюм-реке и строительством военного аэродрома в 1943 году в Витиме. Вот это наша история. И такая, и героическая. Судить ее, как можно судить своих родителей? Она такая и есть. Мы уже не исправим ни эти кабаки, ни эту Угрюм-реку. Поэтому надо относиться к ней с пониманием. И главное в этом использовать преимущество, чтобы не повторить, уйти от этого. Краевед-витимец ведет хронологическую таблицу, в которую вносит каждое достоверно подтвержденное историческое событие. Потому что за 400 лет событий было много, и, к сожалению, мы можем апеллировать только концом XIX века и немножко отдельные фрагменты предыдущих веков, 17-18 веков, очень отдельные, к сожалению. Потому что Витим по своему положению несколько раз переходил из рук в руки. То был Иркутская губерния, то Якутский округ. И получается, везде, где угодно, вот, например, недавно, буквально недавно, из Ульяновска, из Самары, из Краеведческого музея приходил запрос по одному из наших жителей, основателю драмтеатра, Витимского драмтеатра. Фамилия, не могу вспомнить, Петр Павлович. И он в 910 году выходил с ходатайством о восстановлении в дворянстве. И вот в 19-20 годах он был в Витиме вот этим самым директором из Ульяновска, из Самары. Михаил Амузинский уверен, что уже не найти самого первого первопроходца Витима. Все труды, с которыми он ознакомился, так или иначе ссылаются на академика Обручева. Но пока есть возможность сохранить историю ушедшего столетия, Михаил Павлович делает это. К 400-летию Витима в Ленском краеведческом музее благодаря его усилиям была организована фотовыставка. Михаил Павлович, расскажите, пожалуйста, какие вот фотографии удалось собрать, где находили их, ну где-то же, наверное, предприятия, не предприятия, люди помогали? Да, здесь действительно фотографии не монохромные, так сказать, ни одного автора. Во-первых, надо сказать большие слова благодарности Тутову Виктору Ивановичу, учителю Витимской школы, который много лет фотографировал Витим. Очень много у него осталось фотографий, которые я даже попытался сделать отдельным сборником. Во-вторых, большой альбом существовал и живет поныне Витимского леспромхоза. Молодцы, что они в 60-е годы сумели хоть какие-то фрагменты своего производства отобразить и сохранить. И он сейчас сохранится в музее Витимской школы. Эти фотографии, которые сумели не только отобразить тяжелые будни Витимского леспромхоза, а запечатлели и сохранили в истории эти воодушевленные лица леспромхозовцев, ежедневно выполняющих трудную физическую работу, не имея высокотехнологического оборудования, но при этом лица их светятся улыбкой. Десятники описывали, тракторы собирали, все это формировалось в плоты, и продукция уходила на нужды республики, на нужды японского нашего народа. Потому что Витимский леспромхоз очень большое количество древесины экспортировал в Японию. Но самые драгоценные для истории сегодня в этой фотогалерее снимки столетней давности. Смотря на фотографию, задумываешься. 100 лет назад, когда технологический прогресс еще не успел так далеко шагнуть вперед, когда шла еще болезненная для многих адаптация от царской России к советской, когда ослабленная после Первой мировой и разграбленная после гражданской войн страна, все еще влачившаяся за сахой, постепенно становилась с колен и перенимала новинки мирового технологического прогресса в отдаленном затерянном в северной глуши таежном поселке была сохранена на фотопленку простая сельская улица с типичными для того времени купеческими домами.
Прав Михаил Амузинский, рассуждая о том, что ведь на фотографиях Витима запечатлена не просто история отдельно взятого поселка, важная для местного населения, для будущих жителей Витима. На этих фотокарточках отражена жизнь страны начала 20 века. Вот эти снимки, примерно тоже столетней давности, вот на них бы я обратил внимание в том плане, что здесь показан карбас первого сплава, весеннего сплава по большой воде, когда он пришел. Его разгрузили, вода ушла, он остался на берегу. Просто размеры этого карбаса какие большие. Из-за него выезжает лошадь с телегой. И она, ну, можно сказать, по пояс этому карбасу. Настолько были громоздкие, объемные эти сооружения карбаса. Это деревянные срубы с днищем, предназначенные для сплава грузов по реке Лени. Витимский храм запечатлен на нескольких фотографиях, благо церковные служители сохранили эту фотопамять. И знаменитые громовские дома в полном составе, и та самая Анна Громова, хозяйка этих владений. Сегодня наследие Анны Громовой велико и значимо не только в масштабах истории нашего края, но и страны в целом. Это единственный отличительный признак Витима. Как только не станет этих домов, Витим станет обыкновенным рядовым поселком, которых тысячи в России. А если эти дома все-таки удастся сохранить, и в том числе отдел культуры Ленского района и Ленский музей очень много работы в этом направлении делают, ну, есть надежда, что они оживут. Благодаря активной позиции Михаила Амузинского и плодотворного сотрудничества различных инстанций Ленского района дома Громовых были признаны памятником культурного наследия. А это значит, что в них в скором времени вдохнут новую жизнь. Сейчас же они пребывают в запустении, хотя буквально еще 15 лет назад эти здания выглядели достойно. И вот снимок очень трогательный. Они оба, кстати, в какой-то мере связаны с авиацией. Не в какой-то, а в полной мере связаны с авиацией. В том плане, что здесь в 2006 году открыли мемориальную доску в честь постройки Витимского аэродрома для служб первой перегоночной авиадивизии перегонов американских самолетов из Америки на фронты Великой Отечественной войны. И один из самолетов, который, возможно, по этой трассе к нам прилетел, но в послевоенные годы рухнул недалеко от Витима. Летчики, пилотировавшие его, к сожалению, погибли. Также на этой фотовыставке много снимков современной бытности Витима. Разработка нефтегазоконденсатных месторождений на Талакане и Чаянди. Сегодняшний день, который завтра уже станет историей. И не каждый, как Михаил Амузинский, понимает это. Фотовыставка «Один век» из жизни Витима из Ленска отправилась в Якутск, а затем поедет в столицу России. В процессе работы мы также спросили, возможно было ли организовать еще выставку экспонатов. Он сказал, что да, у него есть предметы старины. Он их привез, и мы смонтировали выставку. Здесь собраны вещи, как недавно канувшие в лету истории, например, компьютер конца прошлого века, память которого позволяла хранить всего лишь 3,5 современных фотографий. И предметы быта начала 20 века. Керосиновая лампа с гравировкой. Магнитофоны советского периода. Это мечта была любого школьника, такой магнитофон кассетный иметь, чтобы с ним где-то там ходить, музыку слушать на природе. Даже можно было записывать как раз с помощью индикатора, можно было контролировать уровень записи. И, кстати, практически все советские работы, школьные работы, взрослые работы того периода были основаны на том, что нужно было работать. То есть вот кассету нужно было записать, прослушать, там уровень записи подошел, не подошел, как-то вот в таком плане. А напечатать фотографии – это был целый интересный, увлекательный процесс. Эту пленку вставить, хвостик, зажать, накрутить аккуратно на эту спиральку, затем в бачок и заливать химреактивы. Заливать химреактивы, проявлять пленку таким образом. По 300 фотографий за ночь печатали, так этим гордились, что ой. И, кстати, советская промышленность, она не стояла на месте в том плане, что первые фотографы, они каждую фотографию, ну, например, нужно групповой снимок, 5 человек стоит, 5 фотографий нужно. Очень трудно было добиться одного качества для всех фотографий. Потому что нужно было считать там раз, два, три, четыре, пять, ну, время засвечивания бумаги. А советская промышленность потом придумала фотоэкспонометр, который ставился над столиком, получал отраженный луч и уже сам определял,
какое время экспозиции нужно. И вот здесь как раз мне тоже нравится большая подборка советских фотоаппаратов советского периода. Самый старый из них «Зоркий С», еще мне по наследству от отца достался. Ну и остальные мои в той или иной степени. Некоторые помогали собрать коллеги. Но среди этой коллекции мне очень хотелось бы обратить внимание на простейший фотоаппарат «Смена». Он вот такой был совершенно неказистый, простейший, в совершенно простом дерматиновом кожухе, вот в отличие от этих элитарных, которые были в кожаных футлярах. Но у него был самый лучший объектив, лучше всего передавал цветопередачу. О своей коллекции Михаил Амузинский может рассказывать часами. Он знает историю каждого, даже самого маленького экспоната. Не просто увлеченный, а живущий краеведением человек. С 90-х годов он публикует в Ленском вестнике краеведческие статьи о Витиме и его жителях. Ленский музей тесно сотрудничает с ним, и Михаил Павлович является инициатором создания музея домов Громовых. И готовясь вот к этой фотовыставке, мы обратились к нему за помощью, и он нам предоставил фотографии своего архива, на основе которого мы смогли сложить вот такую историю интересную. Свои краеведческие книги Михаил Амузинский издает за свой счет, сохраняя историю своего поселка, района, да и страны в целом. Обидно, что у такого краеведа-энтузиаста нет поддержки со стороны власти. Каково же жить бок о бок с таким погруженным и прогруженным историей своего поселка, историей страны человеком? У Михаила Амузинского есть близкие люди, которые поддерживают все его начинания. Он немногословен, всегда молчит, но я из компьютера смотрю, у него очень много увлечений, фотографий, занимается о природе, много снимков. Также, вот эти пишет свои книги о Витиме. Он создал еще книгу о нашей семье, не о нашей семье, а, генеалогическое дерево он собрал. Всех собирает, кто там у него есть в роду. И это только малая толика. Михаил Амузинский заботится не только о сохранении истории родного поселка. Он заботится и о его настоящем и будущем. Для Витима я скажу, что очень, хочет много сделать. Так он создал там вот этот, как она называется, маленькую такую часовенку поставил, там на берегу Лены стоит. Потом сделал вот эти 3 столба с РГ. Но почему-то в Витиме это не оценили и не поставили туда, куда хотели. Они стоят возле нашего дома. Если вы когда-то будете, вы увидите, где мы живем. Часто входит в школы, там в клубы выступает. За свой поселок радеет. Хочет, чтобы он процветал. Я не знаю, что ему сказать. Вы поддерживаете, да, вот эти вот? Поддерживаю, конечно. А жена – лучшая поддержка для такого увлеченного, важным и значимым хобби человека. Это ведь много значит, когда родные понимают, не препятствуют и даже напротив содействуют в таких вот благих порывах сделать что-то полезное для своей родины. У Михаила Амузинского есть сын, который во всем ему помогает. Во всех поездках, куда он едет, он его брал с малых лет. Даже там по тайге они ходили, он шел там с ним на рыбалку. Какие-то на вертолетах, на самолетах, он с ним везде. Сейчас смотрим, как вырастет свою дочь. Собирать по зернышкам и для каждого находить свое место в истории небольшого таежного поселка, уже оставившего след в истории страны своим богатым прошлым, золотодобывающей промышленностью, а ныне нефтегазоконденсатными месторождениями, отправной точки проекта мирового значения «Сила Сибири». Михаил Амузинский как никто понимает важность и значимость Витима на страницах истории страны, необходимость сохранить все имеющиеся факты о прошлом и настоящем для будущих поколений. И пока есть в государстве такие неравнодушные и радеющие за свою маленькую родину люди, осознающие, что нельзя быть Иванами, не помнящими родства, что у народа, не сохранившего наследия своего прошлого, своей идентичности, культуры и истории, не может быть будущего, пока в забытых и, будучи всегда на слуху, глубинках страны живут и трудятся на благо подрастающего поколения такие самоотверженные люди, у матушки России есть будущее. А свой след в истории Михаил Амузинский, конечно, уже оставил. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Денис Семенов.